Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. А у нас в студии гость. Это утро с нами встречает доктор филологических наук, профессор Лилия Увейсовна Тариева. Доброе утро. Здравствуйте. Рада вас видеть сегодня у нас в гостях. Лилия Увейсовна, мы знаем, что мы должны бережно относиться к своему родному языку. Хотелось бы узнать, что делается для этого в науке. Я знаю, что вы занимаетесь языком не один десяток лет. Вами написано много статей, монографий. Расскажите об этом, пожалуйста. Вы знаете, работа, она длительная, она уходит корнями в прошлое. Но, тем не менее, язык ингушский, он основной язык здесь, в этом регионе, наряду с русским языком. Мы с вами аудитория билингвистическая. Мы билингвы, мы говорим хорошо на двух языках, и на своем родном, и на языке того ареал культуры, в который мы входим, то есть на русском языке. Ингушский язык, вы, наверное, говорите, и этот вопрос возник в связи с тем, что началась декада ингушского языка. Да, в самом деле, декада – это такой период, когда мы пытаемся подвести итоги того, что сделано до сегодняшнего дня. А сделано многое. Многое в каком плане? Ингушский язык, он многофункционален, потому что наша жизнь полифункциональна. Если взять, например, научную деятельность, то с этой точки зрения каждый год научно-исследовательский институт, университет наш государственный, они подбивают, так сказать, итоги и сверяют свои достижения с теми, которые были в предшествующие годы. И этот год не является исключением. Если мы возьмем научно-исследовательский институт, то здесь в отделе ингушского языка вышла знаменательная работа, третья часть, четвертая часть грамматики, морфемика и словообразования. Авторами ее является Барахоева Нина Мустафаевна, Фариза Магомедовна Илиева и Роза Резвановна Хайрова. Это труд большой, знаменательный, и он кумулировал в себе те словообразовательные типы и те морфемы, которые строят эти словообразовательные типы, которые свойственны на данный момент современному ингушскому языку. И, естественно, там есть небольшой экскурс и в прошлое. Без этого нельзя. Но в целом это работа синхронного характера, и она ляжет своей частью в грамматику. Если взять университет, то здесь работает целая кафедра, и здесь тоже есть очень много ученых, которые работают над ингушским языком, и у них есть свои достижения. И эти достижения, они, естественно, вливаются в какие-то монографии, статьи, тезисы, доклады и так далее, и в другие научные какие-то работы. Лилия Увейсовна, как вы считаете, что нужно сделать для сохранения и развития ингушского языка? Какая поддержка ему необходима? Вы знаете, что можно сделать? Этот вопрос, он стал в последнее время, во всяком случае, последние 10 лет, насколько я знаю, постоянным. То есть, что делается? Даже не 10 лет, я бы сказала, 20 лет моего присутствия в языке, то я всегда слышу этот вопрос, задается из года в год и как раз в декаду ингушского языка. Что надо сделать для того, чтобы язык развивался? Прежде всего на нем надо говорить. Говорить мы уже на нем, мы говорим на нем с детства. Не все, есть те, которые живут вне республики, есть те, которых родители не знают ингушский язык. Такие случаи тоже бывают, но это исключение, скорее, чем закономерность. Закономерно говорение всем населением на своем языке. И я, как наблюдаю аудитория моя, во всяком случае, она одинаково хорошо говорит и на русском, и на ингушском языке. И язык ингушский, на мой взгляд, претерпевает свое становление. И если взять исследования последних лет, то мы можем сегодня сказать, мы можем отследить, как язык, ингушский язык, из синтетического строя своего экстрадировал в современный эргативный язык. Найти этот путь многого стоило и дорогого стоило. То есть стоило многих лет исследований.
И, наконец, такая тропинка, которая завела нас в прошлое, в синтетический строй языка, она была найдена. Она найдена, и по этому поводу были изданы многие статьи, множество статей и монография. Вернее, монография, она непосредственно не связана с синтетическим строем языка, но отдельные ее элементы, они как раз исследование отдельных элементов привело к тому, что мы экстрадировали из синтетического строя языка в эрготивный современный язык. Вот как вы относитесь к заимствованию слов? Как бы мы ни старались чисто говорить на ингушском языке, все-таки у нас есть слова, да, заимствованные из русского языка. Есть, конечно, да. Как вы считаете, это обогащает язык или же вовсе нам не нужно? Нет, вы знаете, заимствование – это очень сложный процесс. Сложный процесс в том плане, что я не знаю языки, которые не заимствовали слова. Их нет в природе. Почему нет? Потому что сам народ, он в процессе своего проживания, любой народ, любой язык, его жизнь полифункциональна, многофункциональна, и он этими своими функциями соприкасается с другими языками. Будь то производственная деятельность, будь то научная деятельность и всякие другие сферы жизни выводят человека в контакт, в связь с другими народами и с другими языками. И, естественно, оттуда язык поглощает, забирает множество языков. Это говорит о развитии языка, а не о его неразвитии, напротив. Но есть и другой момент. Есть момент, когда в твоем языке есть слово, а ты его не знаешь, и ты спокойно употребляешь слово из того языка, который ты знаешь. А какой язык мы знаем лучше всего? Русский. Это наш государственный язык. Он наш второй государственный. Да. Естественно, мы из него берем и восполняем ту брешь, которая индивидуально у кого-то существует. И я это наблюдаю, и не один год. И когда спрашиваешь у человека, если, например, студент или твой собеседник употребляет, например, такое предложение, возьмем, «Юах опытилш», говорят иногда. И спустя некоторое время я говорю «Цуполхамц», «Укосвинварс». И они тогда меня спрашивают, а что такое полхам? Я говорю, это опыт. А он только что употребил слово из другого языка, просто потому, что он его не знал. А слово это зафиксировано давно. Точно так же можно сказать и о многих других словах, например, таких как «злодей», такие слова, как «мудрец». Они есть в языке, но их не употребляют в силу, я бы сказала, и невежества, и незнания одновременно. Вот, к сожалению, сегодня есть случаи, когда ребята, молодое поколение, отказывается от изучения своего языка в школах, в университете. Как вы считаете, почему такое отношение у людей? Да, вы правы. Такие случаи бывают. Я сама наблюдала такой случай, когда женщина пришла в школу, потому что сын нажаловался. Вот я не владею языком, я недавно приехал из Центральной России, и домой, в регион, и я из-за боязни, что ему незнание ингушского языка, он не успеет дотянуть его до 5, и он не получит эту 5, он решил от него отказаться. И это был единственный случай. И таких родителей, которые бы вот так пришли и тотально отказывались, такого не было. Но я помню, была женщина, которая вот так пришла с сыном и отказалась. Она хотела облегчить учебную жизнь, получение среднего образования своему ребенку, как бы не подпортить ему оценку. Это была была причина истинная, а не потому, что они не хотели. Напротив, она говорит, я дома его прошу общаться с теми, кто хорошо и чисто говорит на ингушском, и взять этот язык. А вот здесь в школе она говорит, я переживаю, что у него аттестат будет без этой 5, на которую они рассчитывают. То есть не испортить оценки. Не испортить оценки, а вовсе не от того, что они не любят язык или они по какой-то другой причине. И действительно, это не закономерность, это исключение из правила. Я прошу своих гостей подсказать нашим телезрителям, посоветовать литературу именно ингушских авторов. И Лилия Уэйсон, хотела бы от вас такой топ-лист произведений, которые бы вы посоветовали бы прочитать. Молодому поколению, может быть, и старшему будет это интересно. Если вы имеете в виду литературу ингушскую, то она вся интересна.
когда я с ней первый раз знакомилась с какими-то произведениями, которые выходили, эти работы поглощали, потому что я погружалась в исконную ингушскую жизнь, и я многое познавала. Я могла своим сознанием уйти назад и вернуться опять в будущее. И здесь я просто рекомендую все работы, которые у нас есть. И, естественно, работы Бокова, они мне очень нравились. И работы Дахильгова Ибрагима Абдурахмановича, включая все его работы по фольклору. Они тоже очень занимательные и интересные. Он их так интерпретировал, что интерес читателя включается сразу, когда знакомишься с его работами. Но языковые работы, они же обычно более тяжелые. Я бы язык назвала бы наукой, точной наукой, которая ничем не уступает математике. И такому выводу я пришла, когда я, вот как вы говорите, пару десятков лет поработала в нем. И я увидела, что вот у меня был научный руководитель Юрий Владимирович Рождественский. Он говорил всегда: в языке лгать нельзя. То есть там ничто нельзя придумать. Язык все равно это выведет наружу. А я ему всегда говорила на аспирантских занятиях: Юрий Владимирович, врать в принципе нельзя. А он всегда поправлял меня, говорил: в языке особенно, деточка, врать нельзя. И врать нельзя с той точки зрения, если ты здесь с какой-то уровень языка возьмешь, его исследуешь, и здесь солжешь, то есть где-то надумаешь или закроешь брешь незнания своего чем-то придуманным, она все равно засияет. И здесь надо все эмоции отбросить, когда ты исследуешь язык, включить рациональное мышление и описывать, анализировать то, что реально есть в языке. Тогда он покажет всю свою красоту. Ингушский язык именно такой. То есть выбрать какие-то определенные произведения сложно? Потому что у нас много авторов. Кстати, каждый гость мне так говорит, что у нас очень хорошие произведения, да. И которые достойны внимания читателя. Да. Я бы не делала исключения. Да, и это сложно действительно. У нас очень хорошие авторы, у нас и поэзия хорошая. Ну, поэзия есть. Я сразу вспоминаю Джамалдина Индиева. Я его очень люблю, я его всегда сравниваю. Вот то впечатление, которое я получила от его творчества, я всегда сравниваю от впечатления, которое я получала от творчества Пушкина, Лермонтова. Потому что Пушкин и Лермонтов много писали о Кавказе, и они нам с этой точки зрения прежде всего близки. И, конечно, я посоветую прежде всего его, а потом выстраиваются все остальные. Ну, туда и можно Азиева, Салмана, можно Гагиева, Герихана. Ну, я говорю, вот можно начать с творчества Индиева и потом выстроить всех остальных вслед за ним, включая и Алиха Шугульгова. Его произведения, они глубоко философские, и от них тоже иногда поражаешься, как он может в 2 строчки уместить огромный образ и огромную мысль. Так что надо просто читать, не лениться, выйти из телефона и читать. Читать. Наших авторов и не только. Да, и естественно, и русских авторов. Классику читать, и зарубежную литературу можно. Хотелось бы, Лилия Увейсовна, узнать, как вы начали заниматься изучением языка. Вот интересно, как вы в это втянулись? Может, это от родителей? Родители... Как эта любовь, ее же прививают в семье? Это все идет как-то из дома у нас? Ну да. Дело в том, что родители – это первая наша языковая среда, первый контакт с родственным, родным языком. И в доме, конечно, если ты впервые заговорил на ингушском, то ты потом… Вот я наблюдаю современных детей своих братьев, сестер. Они в детстве, когда начинают говорить, говорят на ингушском языке чисто, хорошо. А где-то в районе 3, 4, 5 лет они переходят на русский язык, потому что вещание, телевидение идет, и фильмы, мультики и так далее. Все идет на русском языке, и они их моментально схватывают язык. Они как губка так впитывают это все? Впитывают. И я сама видела, как одно за другим 2 поколения сначала
познали свой родной язык, потом перешли на русский язык, а потом снова возвращались к родному языку. Ну, и я попала в молодости, и я очень благодарна создателю за то, что я попала на факультет филологический отделение ингушского языка, хотя я подавала документы на отделение русского языка, не зная ингушский язык. И меня вот жизнь и чувство соревновательности заставило его учить, выучить. Такая случайная неслучайность у вас получилась. Да-да-да, очень правильное определение, случайная неслучайность. И я углубилась и решила потом посмотреть, а что представляют из себя корни языка. И когда мне удавалось какой-то ниточкой дотянуться до этого корня, это было огромное интеллектуальное удовольствие. Ну, это, получается, вас судьба как-то привела к этому, ко всему. И вам это понравилось, и вы тут проявляете себя и вносите огромный вклад в развитие, получается, нашего языка. Спасибо большое вам за вашу работу. Это не может не радовать, когда у нас есть такие люди. И мне было безумно приятно сегодня с вами побеседовать. Спасибо и вам, Кариночка. Мне тоже было очень приятно беседовать с вами, участвовать в вашей передаче. Спасибо. Благодарю вас. А я напомню нашим дорогим телезрителям, что это утро с нами встречал доктор филологических наук, профессор Лилия Увейсовна Тариева.